Очень интересно. Важная тема – это Азов, Да. пленные. И вот, знаете, последняя информация, Пушилин подтвердил подготовку к трибуналу над бойцами Азова, и что все это будет происходить до конца лета. Что вы Мгм. на это можете сказать, что это очень важная тема для Украины? Ну, поскольку мы видели нечто подобное, уже осуждение 3 иностранцев к смертной казни, говорят, еще были приговоры, я вот не настолько следил. Плюс история в Еленовке, где они убили 50 человек. Ну, как они заявляют, 50, может, их и больше было. Мы не знаем, то поверить в то, что они могут провести такой публичный трибунал, ну, я в такое могу поверить, да. Ну, как я и говорил, что я всегда со скепсисом относился к этой договоренности. Она была безвыходной. Это не потому, что были какие-то другие варианты с Азовсталью и ее защитниками. Но я высказываю скепсис относительно доброй воли на обмен и на, так сказать, отправку военнослужащих, этих комбатантов, в обмен на таких же пленных российских, которые есть у Киева. Вот для Путина это не имеет абсолютного значения. А пропагандистский эффект от всего, что они делают, они считают для внутреннего употребления важен. То есть показать собственным обывателям, собственной вате, как мы ее называем, что вот смотрите, мы осуждаем, вот вы просили, хотя это все против законов, это все против международных правил, против Женевской конвенции. Вообще военнослужащих нельзя осуждать. Знаете, что их просто обменивают, их не обсуждают. Только тех, которые там совершали военные преступления, а мы не видим никаких доказательств этих военных преступлений, особенно в отношении защитников Азовстали. То есть, и то это суд не российский должен быть, там, ну, там с разной юрисдикцией, может быть, и международная, и национальная, но только в самой Украине. В Херсоне они должны быть судимы, а не там, не знаю, или там, в Мариуполе, но никак не на территории этой лимитрофной зоны Донецка, где ни законов, ни правил, ничего. Ну, как и раньше, я считаю, что решение этой проблемы находится в плоскости, если у Украины появятся интересные для Москвы пленные. То есть, это могут быть и не обязательно военные. Если, Чеченцы, ну, и они тоже, а может быть, и кто-то из родственников высокопоставленных лиц. которые Тогда воюют на территории Украины, вы имеете в почему виду? они воюют? Может, они не воюют, может, они что-то другое делают. Вы Нарушают. что-то знаете, Марк. Нет, я ничего не знаю, я просто Ну, вы так говорю. сказали, родственники. Ну, вот Просто смотрите, вот как его Шимшарин или Мишарин, как вот этого осудили, которого пожизненно российского военнослужащего, но Шишамарин. Шишимарин, вот. Да. Ну, вот скажите, вот он кому вот этот сдался, этот Шишимарин, чтобы его менять на кого-то из Азовстали, да, бойцов Азов? Он никому не нужен, наплевать всем на обычного, на рядового. Их легион, неважно, живы они, мертвы, но власть же их как мясо использует. Вот представьте, вот можно добиться, чтобы этого Шишимарина или там еще таких же обменяли на бойцов полка Азов. К сожалению. Ну вот, а поэтому, а если будут дочери Путина, может обменяют, я ж не знаю. Дочери Путина в Я, Украине. я, я просто сказал, Марк, это просто так, я же не знаю. Может быть, есть вы какие-то другие... что-то знаете. Нет, я ничего не знаю, я просто говорю о том, что мотивация должна Я быть. поняла вас. Я поняла задачу, которая стоит перед разведкой Украины, перед Вот, я главным думаю, управлением ГУР Минобороны Украины. вот это они, я думаю, догадываются о психологии тех, кто решает эту проблему в России, что для них имеет значение только что-то лично для них важное. А все остальное, кстати.